искусство плетения и изготовления войлока, охота с ловчими птицами, кузнечное и ювелирное мастерство. Все это в программе «Казарт». Смотрите, вот тут уже не двухцветные, а трех. Как видите, вот первый цвет это вот светлое пятно, второй средний тон и третий вот эти вот темные волны. Да, вот трехтоновое и трехцветное решение. Каждый день учителя рисования, известного в Казахстане мастера живописи Жиенбая Урынбаева, начинается с лекции для будущих художников. Жиенбай Урынбаев – художник, ставший известным в области живописи благодаря своему неповторимому почерку. Так, ребята, посмотрите, вот двухцветное очень удачное решение композиции. Если вы заметили, тут конь – это одна и та же форма, просто его повторили 2 раза. Вот здесь вот тут это первоначальный отпечаток, а это уже второй, потому что ногу отрезали и переставили немного в другом положении. Будучи еще в стенах школы, успевший приобрести известность как будущий художник, Жиенбай выполнял все работы по художественному оформлению. Детская мечта и интерес к искусству живописи вывела сельского мальчика на большой путь настоящего художника. Увлекался с детства рисованием. После службы я поступил на учебу, это в Ташкенте, на художественно-графический факультет. Закончил успешно, меня направили в пединститут преподавателем. Я отказался, потому что это было далеко ехать в Джизакскую область. Я перенаправился в Сырдарью, там открывалось училище педагогическое, Сырдарьевское. И я вместе с другом, который вместе закончили, мы там туда устроились на работу. И мне надо было, по сути, отработать в течение года. А я как привык к этой местности, так и остался надолго. Я там, практически лет 17 проработал. После продолжительного времени, проведенного в Узбекистане, Жиенбай возвратился на родину. Устроился художником в один из курортов Сарыагаша, где он родился и вырос. Хорошо познавший секреты нанесения на белый холст разноцветных красок, овладевший различными приемами, художник начал постепенно вносить в творчество свое отношение к природе, жизни, человечеству в целом. Особый интерес вызвала к себе культура и история родной земли и особенно ее красивая природа. Жиенбай Урынбаев достаточно известный казахстанский современный художник, который очень активно работает сегодня, так как именно в Государственном музее искусств имени Абдулхана Костеева, в его центрально-выставочном зале, в течение 2 лет он уже выставлялся 2 раза. Для художников это действительно большой труд, это говорит о его активной творческой деятельности, о плодотворности именно его творчества. Жиенбай Урынбаев, он пишет в основном это пейзажи, натюрморты. В его пейзажах можно прочувствовать его любовь к родной земле, Сарыагаш. В Алмате он работает достаточно недавно, наверное, более 3 лет, но именно ностальгия по родной земле, любовь к родной земле, к природе, оно именно отображается в его пейзажных работах. Также мы здесь видим городские пейзажи, алматинские улочки, знакомые переулки. Некоторые характерные черты определенного предмета, взаимодействие этого предмета в пространстве, игру света и тени, то есть во всесторонне гармоничном изображении, живопись занимает особое место. Уметь с помощью нежных оттенков различных цветов передать жизненные явления, при этом передать их правдиво – это свидетельство большого мастерства художника. Как и любая другая картина, натюрморт также создает определенное настроение у зрителя, стоящего перед ним. Енді натюрморт жанрына тоқталатын болсақ, ол кісіде натюрморт жанрында гүлді композицияларында. Если остановиться на жанре натюрморта, художник в своих цветочных композициях делает акцент на яркое и насыщенное цветовое решение, которое дарит человеку хорошее настроение, радость. Кроме того, ему принадлежат натюрморты, в которых объединены предметы домашнего быта.
Если говорить о творчестве художника в целом, можно заметить, что в любом произведении чувствуется, что это художник, воспевающий нежность и красоту. Все его работы — это результат его романтических раздумий. Его труды, воспевающие любовь к родной земле, его грусть по аулу, где он родился, рос и играл — это целое творчество, составляющее огромный период. Любуясь произведениями мастера с изображением аульной жизни, невольно создается впечатление, что вместе с художником отправляешься в путешествие в далекое детство. Художник впервые принял участие в республиканском конкурсе в узбекском городе Гулистан, где представил на суд зрителя свои 7 работ. Это были в основном натюрморты и пейзажи. Жиенбай сам по себе очень человек выдержанный, скромный, и, наверное, в его палитре это все сказывается. Мы видим, что натюрморты Жиенбая Орынбая также написаны в сдержанных тонах, очень деликатно смешанные цвета, и вот в этой сдержанности, деликатности мы действительно видим высокий вкус в использовании цветовой палитры. Самой главной темой всего творчества художника, представленного на суд любителей искусства, является любовь к родной земле, светлая грусть по своей родине. И именно эта грусть соединяет его незримой нитью с народом, прошлым и будущим. Поэтому любовь к родной земле он передает через образы. Например, в пейзажных произведениях «Дорога в аул», «Осень», «Нажайлау», «После дождя», «Последний снег» можно увидеть небольшие сельские улочки, изображения неповторимых картин природы в разное время года. В казахском изобразительном искусстве жанр пейзажа занимает особое место. Во-первых, это очень объемный жанр. На этот жанр опирались в своем творчестве все художники изобразительного искусства Казахстана. В процессе создания пейзажа средства изобразительного искусства оказывают на зрителя большое воздействие. Жиенбай в своем творчестве особым образом использовал масляные краски и технику акварели. Художник сумел показать пространство, используя желтые, розовые, голубые, фиолетовые и зеленоватые водяные краски, создающие иллюзию прозрачности. В картинах «Мастер», «Танец Наурыз», «Из тьмы», «Сад моего детства» мы можем увидеть национальные традиции, прошлое и будущее народа, любоваться красивой природой и пейзажами степи. Произведения мастера живописи показывают, что картины природы, удивительные пейзажи, бытовые сюжеты полны философского содержания. И сегодня светлые и содержательные работы Жиенбая Орынбаева, изображающие красоту казахской степи, оцениваются любителями изобразительного искусства и искусствоведами очень высоко. Я работал над многой темой, но мне ближе к моей натуре, это, наверное, сельский пейзаж, потому что я очень люблю вот какие-то сельские виды, нежели вот эта городская суета. Вот поэтому, наверное, они так идут охотно. Ну, конечно, я пишу натюрморты и портреты также. Ну, что касается техники, то я писал в одно время акварелью. Они тоже у меня продавались, был на них тоже спрос. Это натюрморты, это пейзажи. А потом я как-то остановился на технике масла. Вот я пишу маслом, а в последнее время я стал себя испытывать на художественном акриле. Выросший на произведениях западной и европейской школ, Жиенбай старается в своих картинах передать казахский дух, что-то отличительное и своеобразное. Когда он изображает образы, присущие казахскому народу, внешний вид, он не ограничивается только передачей их пропорций, но и старается углубиться и раскрыть его образ. Его работы, посвященные теме природы, также полны чувств. Изображения родной земли пробуждают в зрителе светлые воспоминания о родных местах. Пейзажи я делаю тоже по-разному. Некоторые они написаны на основе этюдов, которые выполнены в натуре. А некоторые написаны, скажем, на основе впечатлений.
от пейзажа. И потом в пейзаже присутствуют, вот скажем, собирательные какие-то элементы. Думаю, это свойственно всем художникам, потому что вот предстает такой вид в природе, куда, ну, где не хватает каких-то деталей, какое-то дерево, скажем, что-то надо на передний план пристроить. И в таких случаях я какие-то элементы добавляю. Хотя Жиенбай Орынбаев является многожанровым мастером кисти, особое внимание он уделяет пейзажу, который ему более близок, к которому у него еще с молодости сформировался стойкий интерес. Особенность художника в жанре пейзажа проявляется в цветовом решении картин природы, изменений природы в разное время года и суток, в точном расставлении нюансов. Затем можно отметить еще одну особенность этого художника. Главной темой его произведений в жанре пейзажа является аул. Особенно он любит изображать в своих пейзажах аул в вечернее время. При этом он сумел показать быт аула неповторимо, особым образом. Мои картины отличаются от фотографических, они никогда точно не воспроизводят окружающий мир, поэтому я не могу сказать, что они одновременно чисто реалистичны. Поэтому, наверное, спрос, потому что живопись должна всегда отличаться от фотографических работ. Ну, я представляю пока что реалистические картины, картины в реалистическом направлении. Техника масла, техника акрила, может быть. Даже в дальнейшем я попробую вернуться к технике акварели. Вот, а тематика у меня всегда была разнообразная, так и будет, наверное, разнообразная. Я никогда не люблю замыкаться там в пределах одной темы или одного жанра. Вот у меня были пейзажи, точно так же натюрморты, портреты, они у меня так и будут. Я еще попробую показать какие-то жанровые сцены. Язык живописи, то есть ее значение и содержание, раскрывают цветовые особенности. Отличие нашего героя от других художников состоит в том, что он очень ярко показывает слои цвета. Используя приемы нанесения разноцветных красок слой за слоем, Орынбаев сумел создать компактные произведения, отличающиеся интересным композиционным решением. Почерк мой меняется со временем. Вот мои прежние работы, они в корне отличаются от нынешних. Думаю, это свойственно любому художнику. Художник в различных этапах своей жизни воспринимает мир по-разному. Вот я писал первые картины, когда мне было 25 лет. Я совсем по-другому смотрел на мир, можно сказать. А сейчас у меня другое воззрение, поэтому меняется и стиль, и техника, и почерк. Да, у меня есть очень дорогая для меня работа. Это портрет моего отца. Но, к сожалению, эта работа сейчас у меня находится не здесь. Так, помимо этой работы, вот у меня вот эта работа, это портрет бабушки, но это не моя бабушка, это собирательный образ бабушки, потому что меня воспитала бабушка, и этот образ мне дорог. Так, есть, конечно, картины, которые вот более-менее мне нравятся. Обычно я их всегда себе оставляю. Ну, художник, прежде всего, это человек творческого склада. Вот нарисовав две картины или там что-то еще, нельзя стать художником. Художник должен свободно выражать свои мысли через различную технику, через разные темы. Регулярно посвящать этому себе и жить жизнью художника. В процессе подачи определенного образа для художника очень важно выбрать материал, потому что с помощью умелого использования нужного материала художник формирует свой почерк. А в наш век передовых технологий для художника появилось много возможностей. Умение использовать их в своем творчестве требует от художника глубоких знаний и творческого поиска.
Но современный художник должен идти в ногу со временем. Я думаю, художник никогда не должен останавливаться на достигнутом. А потом принято считать, что художники, все люди искусства, они опережают время. Я с ними полностью согласен. Потому что вот на примерах художников знаменитых мы видим, вот, скажем, Леонардо да Винчи, он много лет назад пытался изобразить какую-то технику, которая очень актуальна сейчас. Вот я знаю произведения художников, которые были не признаны 100 лет назад, зато они очень популярны сейчас. Казахское изобразительное искусство, в частности, живопись Казахстана, он очень многогранный и очень многонациональный. Там почерк очень идет такой обширный, и тематика такая же обширная. Поэтому мы в основном развиваемся, я думаю, в ногу со временем, мы никак не отстаем относительно других стран. Перед Жиенбаем стоят следующие задачи: искать для своих работ новые технологические приемы, найти различные новые решения и связать их воедино. Также он ставит целью изобразить национальные особенности нашего народа, его сегодняшний и завтрашний день. Но я в дальнейшем пробую себя в других направлениях, нежели в реалистических. Это, скажем, импрессионизм, переплетающийся немного с элементами абстракционизма. Вот у меня такие планы на будущее. И потом у меня есть планы сочетания различных направлений, различных жанров, возможно. Вот такая смесь. Вот я хочу сказать про своих детей. У меня двое моих детей пошли по моим стопам, и они занимаются, они закончили. Вот моя старшая дочь закончила художественный колледж Шымкентский, а сын сейчас закончил 3-й курс этого же колледжа. И дочка успела уже выставляться вместе со мной. Вот весной этого года представить свои работы. Мен Жиенбай ағаны негізі танитыныма 2 жылдай болып қалды. Ол кісіні өте сыйлаймын, және де ұстаз ретінде де өз маманның иесі ретінде. С Жиенбай ага я знаком на протяжении 2 лет. Я его очень уважаю. Это настоящий мастер своего дела. Я его уважаю как учителя и старшего товарища. Он тщательно готовится к урокам и может очень точно донести ученикам свои мысли. Могу сказать, что я многому научился у него. Это художник, обладающий высоким творческим потенциалом. Я посетил 2 его выставки. Его картины мне очень понравились, потому что в его произведениях находит отражение глубина мысли и содержания. Жұмыстары, картиналары маған өте қатты ұнады. Себебі бұл туындыларында терең мағына бар. Мы должны разобраться в сочетании тон и цвет. Правильно? Тон мы говорим относительно светлоты, а цвет это уже относительно цвета. Понимаете, да, разницу? Вот я вижу, у вас уже выполнены кое-какие работы. Вот давайте я вам покажу. Вот это можно же снимать, да? Посмотрите, вот у нее выполнен первый этап очень удачно. Я вам скажу, потому что вот форма голубя у нас имеет белый оттенок. Ұстаз ретінде бұл кісінің өзінің жеке методикасы бар десем болады. Как настоящий учитель, этот человек имеет свою индивидуальную методику преподавания. Возможно, поэтому желающих получить знания у этого человека всегда очень много. Как я уже говорил, он очень доходчиво объясняет урок. К тому же он обладает особыми приемами ведения обучения. Например, в этот раз многие ученики окончили школу с отличием. В этом бесспорно большая заслуга Жиенбай ага. Он умеет блестяще раскрывать секреты каждого вида искусства, например, живописи, картины, композиции. Композиция дейміз ғой, әр сабақтың сырын аша білді десем болады.
А в настоящее время Жиенбай Орынбаев уважаемый всеми учитель, художник, придающий большое значение воспитанию учеников, свое творчество всегда оценивает критически. Самое главное, его большое стремление к изобразительному искусству постоянно ведет его к творческому поиску и к новым вершинам успеха.